Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Лидеры СНГ обсуждают на североказахстанском курорте, что делать с угрозой из Афганистана. Путин уговаривает всех дать решительный ответ. Нам важно быть готовыми согласованно реагировать на такой сценарий. Сирийская армия и иранский спецназ штурмуют мятежное Алеппо. Российская авиация прокладывает им дорогу бомбами и ракетами, а командование ВВС России сообщает о договоренностях с Америкой. Обсуждение носило профессиональный характер и прошло в конструктивной атмосфере. Драки и скандалы в казахстанских поликлиниках из-за сокращения всех педиатров. Младенцы и старцы теперь в общей очереди. Всех пригощаємо. Украинских избирателей подкупают борщом, салом и прибавкой к пенсии. Законы не действуют, милиция закрывает глаза. Думаю, что написал? Шановна Оксана Васильевна, я поплыла. Думаю, боже, двухметровый красавец-мужчина меня поздравляет. Чем? С Международным днем людей пожилого возраста. И у меня, конечно, все опустилось. В североказахстанском курорте Боровое прошла двухдневная встреча лидеров стран СНГ. Как сообщается, обсуждали не столько сложные экономические и политические взаимоотношения, сколько ситуацию в Сирии и обстановку на границах с Афганистаном. Накануне эти вопросы были также затронуты на встрече Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным в Астане. Согласно протоколу, в правительственной резиденции посреди заповедника Боровое президент Нурсултан Назарбаев высоких гостей встречал лично. С некоторыми он просто здоровался за руку, а некоторым демонстрировал свое особое дружеское расположение. Как, например, Александру Лукашенко, такому же политическому долгожителю, как и он. Владимир Путин, как обычно, пришел отдельно от других. Он появился в здании, когда все президенты уже собрались. Во время встречи гостей произошел комичный случай. Казахстанский олигарх Булат Утемуратов, который входит в число самых богатых людей страны с состоянием более чем $2,5 миллиарда, оказавшись рядом с Назарбаевым, решил сделать с ним селфи. И вот что из этого получилось. Вы видите, как Утемуратов пытается поймать удачный кадр, но Назарбаев отталкивает его рукой. Утемуратову оставалось только сделать вид, что ничего особенного не произошло, и он с улыбкой удалился. На самом деле вопросы, которые обсуждали на встрече президенты, носили судьбоносный характер. Возможно, речь шла об активных коллективных действиях в отношении террористических группировок на территории Афганистана. В частности, об этом говорил Владимир Путин. Одна из их целей – прорваться в Центральноазиатский регион. Нам важно быть готовыми согласованно реагировать на такой сценарий. Местом, откуда может начаться оперативное развертывание российской боевой авиации в Центральноазиатском регионе, эксперты называют таджикскую авиабазу Айни под Душанбе. Весь минувший месяц поступали противоречивые сообщения, что Россия по просьбе Таджикистана концентрирует значительное количество боевых самолетов и вертолетов на этом стратегическом военном аэродроме. Власти обеих стран неоднократно отрицали эту информацию и даже заявлялось, что авиабаза принадлежит Индии, которая произвела модернизацию взлетных полос. Доступ на территорию авиабазы закрыт для журналистов, и точно сказать, какое количество боевой авиационной техники находится в Айни, пока невозможно. Но эксперты разных стран с большой уверенностью уже говорят, что авиабаза Айни перешла под полный контроль российских ВВС. И, возможно, именно с нее будут наноситься удары по северу Афганистана. В данной ситуации у России руки развязаны, и она может применять свои военно-космические силы в любой точке планеты. И наш регион не является исключением. Но мне хотелось бы, пользуясь такой возможностью, сказать следующее. Действительно, ИГИЛ и борьба с этим злом, она наиболее актуальна сейчас и является в топах мировых средств массовой информации. Но для нас ИГИЛ, оно тоже играет немаловажную роль с точки зрения угроз безопасности. Но актуальны для южных рубежей Таджикистана остаются, они были и остаются, это движение «Талибан» и, значит, исламское движение «Узбекистан», формально, которое вошло в состав ИГИЛ, но, тем не менее, здесь у них взаимоотношения на территории Афганистана совершенно складываются по-разному. Поэтому
как и ИГИЛ, будет, по ИГИЛу будет применяться значит, вооружение в случае возникновения такой необходимости. Но в большей степени нам следует опасаться движения «Талибан» и исламского движения «Узбекистан», а также множество других формирований, которые по-разному себя обзывают, называют, но цель у них одна – это создание халифата и свержение светского строя в республике. Сирийская правительственная армия, как и предполагалось накануне, вслед за наступлением на мятежный город Хомс начала атаку на крупнейший город на севере Сирии – Алеппо. Бои уже идут в предместьях. Как сообщает Рейтер, сирийской армии помогает значительное количество военных из Ирана и боевики движения Хизбулла. Командование российских ВВС накануне заявляло, что количество боевых вылетов будет сокращено в связи с тем, что позиции наступающих войск и обороняющихся повстанцев смешались. Тем не менее, поступающие из Сирии видео свидетельствуют о том, что удары российской авиации по-прежнему носят интенсивный характер. Вы как раз видите эти кадры, и на них опять жертвы среди гражданского населения. А вот как выглядят эти бомбардировки сверху, с самих атакующих самолетов. Эти кадры распространило Российское Министерство обороны. Также его представители заявляют, что им уже почти удалось договориться с американскими партнерами о взаимной безопасности полетов боевой авиации и даже взаимодействии. Вчера прошел очередной раунд согласования текстов возможной договоренности по обеспечению безопасности полетов над Сирией, российской авиации и летательных аппаратов коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Отмечаем сближение позиций по ключевым положениям будущего документа, согласован порядок дальнейших действий сторон. Обсуждение носило профессиональный характер и прошло в конструктивной атмосфере. В Кыргызстане продолжается операция по поимке опасных исламских террористов, сбежавших из тюрьмы на минувшей неделе. Напомним, что 5 из 9 сбежавших были задержаны сразу, а 4 удалось скрыться. Накануне подразделением кыргызской полиции и спецназу Комитета нацбезопасности удалось взять след беглецов. С подробностями Жибек Бегалиева. Спецоперация по задержанию бежавших заключенных проводилась в одном из самых густонаселенных жилмассивов Бишкека. Правоохранительным органам удалось уничтожить одного из преступников. По предварительным данным, это Кадаралиев Данияр. В эти минуты его тело должны вывести из дома, где он и прятался. Убитый обвинялся в организации взрыва возле Дворца спорта в 2010 году. По сообщению некоторых информагентств, выстрелили в Данияра Кадаралиева после того, как он отказался сдаваться и попытался кинуть неизвестный предмет в милиционеров. Когда я вышла на улицу, услышала выстрелы. Было очень страшно. Мне сразу сказали, чтобы я зашла в дом и не выходила. Вместе с убитым экстремистом несколько дней назад сбежали из СИЗО номер 50 еще 8 заключенных. 5 из них удалось задержать той же ночью. 7 из беглецов были приговорены к пожизненному заключению по различным статьям. Это терроризм, убийство, в том числе милиционеров. При этом почти все из них исповедовали нетрадиционный ислам и состояли в запрещенной в Кыргызстане религиозной организации Джайшуль-Махди. Между тем, прочесывать район представители правоохранительных органов продолжили. По сообщению местных жителей, здесь же, в этом периметре, находится другой беглец Азамат Мусаралиев. Внимательно осматривается каждый дом и каждый двор. Поиски осложняет и то, что территория очень густонаселенная и район не из самых благополучных. Здесь в основном живут внутренние мигранты без прописок и зачастую даже без документов. Спецоперация привлекла очень большие толпы зевак, которые тоже, конечно, крайне мешают проведению специальных мероприятий. Жибек Бегалиева, Азат Интымаков. В настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Пока центральноазиатские лидеры обсуждают вопросы безопасности на внешних границах региона, по-прежнему остается напряженная обстановка на границах внутренних. Особенно это касается мест, где сходятся границы 3 государств – Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Там нередко звучат выстрелы и проходят столкновения. Причина – неурегулированность приграничных споров, доставшихся с советских времен. Адилет Бектурсунов изучал вопрос приграничных районов Кыргызстана. Здесь мы сейчас едем по дороге с правой стороны. Значит, участок
не описаны. Идя на службу в пограничные войска, Рустам Джуматаев имел совсем другое представление о войне. Здесь, на юге, без взрывов. Бывают дни жутко напряженные. На невидимой линии фронта идут бои за каждый клочок земли. Пока делимитация, демаркация вопрос не решен, обязательно вот, проблема вода, дорожные, выпаса скота. Дорога в Баткенской области переменчивая. Бывает, едешь гладко, бывает, сильно трясет. Приметливо еще другое. Сейчас на кыргызской территории, а через 100 метров уже на таджикской. И так практически весь путь. Границы здесь обозначены условно. Поселок Таштумшук с его небольшим населением – маленький островок Кыргызстана на просторах соседствующего Таджикистана. Анклав основан на неписанных законах, которые работают с невероятной силой даже сегодня. Здесь справа Таджикистан, слева Кыргызстан. Глава поселка и просто уважаемый аксакал Садыр Абдрахманов рассказывает об особенностях поселка. Если дома с прилегающими участками покупает таджик, то территория автоматически становится таджикской. Так, за 2 десятилетия в Таштумшуке потеряно свыше 3 гектаров земли. Здесь нет никакой работы. Молодежь уезжает на заработки в Россию. Примерно так объясняется в поселке необратимая тенденция массовых переселений. Пока тысячи кыргызстанцев с юга уезжают в поисках лучшей жизни на север, их места занимают заграничные квартиранты. Обычно скупали дома таджики, у которых есть кыргызское гражданство. В эти дома они заселяли своих родственников из Таджикистана. Бороться с такой тенденцией власти стали недавно. Построили школу, садик и больницу. Их появление временно остановило отток населения. Если начнут проводить делимитацию, то будет сложно делить. Таджики и кыргызы живут в шахматном порядке. Как проведут границу? В приграничных селах разговоры о патриотизме – любимая тема для дискуссии. В этих краях национализм существует давно. Из-за территориальной неразберихи часто мелкие ссоры перерастают в массовые драки. Вот, посмотрите, разбили машину, окна в доме и даже шифер. Вот эти двери били топором, пытались открыть. Конфликт в кыргызском поселке Кокташ возле таджикской границы произошел ровно месяц назад. Шаркан Муратова вспоминает, погромы и беспорядки длились почти 2 суток. Конечно, обижаемся на таджиков. Перестали друг с другом даже здороваться. Раньше жили все как одна семья. Теперь не знаю, что будет. Причина конфликта вполне житейская. Соседствующие таджики перекрыли автодорогу, ведущую к кладбищу для жителей Кокташа. Те в ответ перекрыли воду в канале. Затем словесная перепалка переросла в побоище. Сотни людей начали забрасывать друг друга камнями, громили дома, автомобили. Новое окно установили. Старую дверь выломали и зашли в дом. Поставили новую дверь и хороший замок. Раньше ведь мы не запирались, а теперь вот вынуждены жить так. В осадном положении сельчане живут давно, но выбор невелик. Либо терпеть, либо переселяться. Если мы переселимся отсюда, то весь Баткен останется без воды. Нас тут осталось-то 9 семей. Мы охраняем канал. Если мы съедем, то землю захватят, а воду перекроют. Подобные инциденты в этих местах случались и раньше. Причина – территориальные споры. Между Кыргызстаном и Таджикистаном отсутствуют четкие границы. Кыргызстан, а справа, да, здесь Кыргызстан, а справа здесь Таджикистан. Мы находимся вот на этой улице, которая является нейтральной территорией. Да. Пока Кыргызстан и Таджикистан ждут дипломатических решений вопросов делимитации и демаркации, жители обоих сел на глаз определяют границы. От центра справа это территория Республики Таджикистана, условно граница считается, а слева это наши, пожалуйста. Шахматное расположение домов и анклавы – наследство от Советского Союза. Обычно здесь переезжали люди, а теперь границы. Поселок Маданият, Раванский район. Казалось, и местность здесь другая, и люди, а проблема одна и та же. Пограничный наряд патрулирует поселок ежедневно. Эти хребты разделяют Кыргызстан и Узбекистан. Здесь Кыргызстан. Перевалив за этот хребет, мы попадем в Узбекистан. После июньских событий в Кыргызстане 2010-го узбекские пограничники в одностороннем порядке обозначили границу, поделив поселок на 2 части. По ту сторону ограды осталось свыше 100 гектаров земли. Здесь была тропа, но эту тропу уже закрыли. Получается, здесь уже не перейти.
Так, спорная территория в одночасье перешла соседям. Ислам объясняет это тем, чтобы мы это сделали типа временно, чтобы не проходил там скот, защитное это. Люди в поселке к пограничникам уже привыкли. Пусть даже ходят с автоматами, зато каждый уверен, что завтра не проснется в другом государстве. Разговоры жителей приграничных сел в последнее время только об одном – о том, что территория Кыргызстана с каждым годом сужается. То, какой привыкли видеть очертания страны на карте, скоро будет совсем не узнать. Жители встревожены тем, что так называемая ползучая миграция начинает все стремительнее вносить свои коррективы. Адилет Бектурсунов, Азат Нтымаков для настоящего времени из Кыргызстана. Далее в программе. Драки и скандалы в казахстанских поликлиниках из-за сокращения всех педиатров. Младенцы и старцы теперь в общей очереди. Всіх пригощаємо. Украинских избирателей подкупают борщом, салом и прибавкой к пенсии. Законы не действуют, милиция закрывает глаза. Думаю, что написал? Шановна Оксана Васильевна, я поплыла. Думаю, боже, двухметровый красавец-мужчина меня поздравляет. Чем? С Международным днем людей пожилого возраста. И меня, конечно, все опустило. В Казахстане отменили педиатров. Министерство здравоохранения республики начало реализацию проекта новой госпрограммы. В числе изменений, которые ждут медицину в ближайшие 5 лет, переход на врачей широкого профиля. То есть теперь в поликлиниках пациентов от грудничков до пенсионеров будет принимать один специалист. В Министерстве здравоохранения уверены, что все изменения разработаны только во благо, но казахстанцы, похоже, его не чувствуют. Почему? Узнавал наш корреспондент Дмитрий Беляков. Подобные видео в казахстанском сегменте Ютуба появляются все чаще. Независимо от города или медицинского учреждения, сюжет один – очереди, плачущие дети, ссоры и скандалы. Казахстанская система здравоохранения претерпевает глобальные реформы. Участковых терапевтов и педиатров заменяют врачи общей практики. Эти специалисты должны обеспечивать врачебную помощь населению независимо от пола, возраста и вида заболевания. Их также называют семейными докторами. Рядовые казахстанцы на нововведение реагируют в большей части негативно. Детей сюда сделали, это, мне кажется, не очень. Сейчас вот попробуйте, подойдите. Вот я, допустим, к терапевту иду. Вы знаете, уже на завтра, на послезавтра нет талона. Нет квалификации только, которая была у терапевтов и у детских. Взрослый врач, детей бросили на произвол судьбы, педиатров убрали. Последний выпуск детских врачей из казахстанских медицинских вузов состоялся в 2012 году. Поэтому, когда врачи общей практики заменят узкоспециализированных педиатров, лишь вопрос времени. Алматинка Мадина Аимбетова считает, что детский организм требует более чуткого и профессионального отношения. И взрослые, и дети – это больше нагрузка, больше очереди. Плюс я, например, не уверена, что сидящий рядом в очереди с моим ребенком человек не болен чем-то серьезным, тот же туберкулез, сифилис и тому подобное. То есть у взрослых более серьезные заболевания, и я не хочу, чтобы мой ребенок этим заразился. При этом врачей общей практики казахстанские вузы также не выпускают. Нынешние семейные доктора – это терапевты и педиатры, прошедшие 4-месячные курсы переподготовки. Дамиля Нугманова, президент Ассоциации семейных врачей, выделяет основные проблемы, которые должна решить реформа. Это отсутствие единой информационной базы, дробление системы здравоохранения и огромное количество узких специалистов. Однако, подчеркивает глава ассоциации, переход осуществляется бессистемно и при отсутствии мотивации у врачей. Его не ждет этого врача большая зарплата. Его не ждет этого врача самостоятельность. То есть никаких стимулов быть и становиться семейным врачом нет. Поэтому все врачи недовольны. А население, может быть, врачами тоже подогревается в какой-то степени. Да? Вот она скажет, вот меня заставили быть и смотреть вас. Что вы думаете, я хочу вас смотреть? Конечно, врач может так в сердцах сказать. И тоже можно ее понять. Во-первых, добровольно должно быть. Да? Во-вторых, так сказать, у нее должны быть стимулы быть семейным врачом. На сегодняшний день в республике подготовлено около 3000 врачей общей практики. По общепринятым нормам один такой специалист может обслуживать 1500 населения, что обозначает нехватку еще более чем 7000 семейных врачей.
При этом надо подчеркнуть, что большая часть переобучившихся специалистов предпочитает работать в частных коммерческих клиниках. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. В Украине полным ходом идет избирательная кампания в местные органы власти. На первый план опять выходят технологии подкупа избирателей. Политики раздают продукты, лекарства и деньги. Но теперь это напрямую запрещено законом. Украинский уголовный кодекс называет это подкупом. Наблюдатели отмечают, что кандидаты стали изощреннее. Милиция не может или не хочет ловить их на этом. Как купить голос на выборах? Репортажи моей коллеги Ирины Ромалийской. Всех пригощаємо. Аграрная партия кормит ровенского избирателя борщом. Действо назвали праздником урожая. Приглашаем всех людей, которым не безразличны идеи аграризма. Это Харьков. От президентской партии «Солидарность». Людям раздают аптечки. У меня на фронте племянник. Я ему это отправляю не первый раз. Руководитель городской парторганизации Александр Давтян по телефону утверждает, это провокация. Я занимался этим вопросом. Мы к этим аптечкам не имеем никакого отношения. Я, кстати, в прокуратуру обратился, чтобы они разобрались. Предвыборный Чернигов. Сотни стариков с раннего утра выстроились под пенсионным фондом. Хотят получить справку о том, что пенсия у них меньше 1300 гривен, то есть меньше $60. Каждому, у кого будет такая справка, мэр, он же и кандидат, обещал 500 гривен. Мы никогда не оставляем тех людей, которые живут рядом с нами и попали в сложные условия. В аккурат к выборам дарят деньги и в Киеве. 36-летняя Оксана показывает нам письмо, которое получила от мэра-боксера Виталия Кличко. Думаю, что написал. Шановна Оксана Васильевна, я поплыла. Думаю, боже, 2-метровый красавец-мужчина меня поздравляет. С чем? С Международным днем людей пожилого возраста. И у меня, конечно, все опустилось. В конце приписка: Оксане выделили денег. Виталий Кличко, как и его черниговский коллега, все объясняет любовью к избирателям. Данная программа работает в ключе реализации программы «Турбота» и не является предвыборными технологиями. По данным наблюдателей из организации «Опора», подкуп остается самым распространенным нарушением. Продукты, концерты, выплаты из бюджетов, ремонты подъездов – сотни случаев по стране. В милиции возбудили лишь 22 дела. Сетуют на изворотливых кандидатов. От имени фондов, от имени общественных организаций, на карточки. То есть непрямой подкуп избирателей, к сожалению, нечетко у нас выписано законодательное поле, а с другой стороны нету практики сейчас наказания за подобные вещи. Когда правоохранители говорят, что у нас нет такой возможности, опять криминальный кодекс у нас неэффективно выписан, закон про местные выборы неэффективно выписан, это определенное лукавство. У милиции есть все возможности внедряться в эти пирамиды, внедряться в эти технологии. На выборах 2014 года парламентских милиция возбудила около 40 дел. До суда довели единицы. Выиграли лишь 2. И то наказали исполнителей. Заказчиков не установили. Ирина Ромалийская, Аскольд Цирко. Настоящее время. Киев. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Всего доброго и хороших вам выходных.